Здравствуйте, на телеканале АБСТ. Время подвести итоги недели. В студии Лина Насырова. И вначале коротко о главном. Месяц дорог и маршрутов. Данный электропоезд с Уфы до Белорецка на отдельных участках развивает скорость 120 км в час. По стальным магистралям только в мае начали курсировать несколько новых маршрутов. Как меняется транспортная география Башкортостана? Я благодарю руководителей субъектов Радия Фаридовича за ту вовлеченность в вопросы мобильности нашего населения и поддержку именно железнодорожного транспорта и пригородных перевозок. Смертельная угроза мирового масштаба. Вирусы поражают легкие или почки, и диагностировать их на ранних этапах сложно из-за того, что симптомы схожи с симптомами других инфекций. Что такое хантавирус, который сейчас активно обсуждают в международных сводках новостей, и стоит ли готовиться к новой пандемии? Заболевание начинается остро, высокой температурой, лихорадкой. Начало схоже с гриппом. Крутящий момент. Кульминацией этого грандиозного события стал масштабный мотопробег, в котором приняли участие сотни байкеров не только из Башкортостана, но и других регионов России. Мотосезон в Башкортостане открыли под гул моторов, синий дым и массовый заезд железных коней. Главное, как говорят байкеры, чтобы лето прошло без аварий. Май этого года в Башкортостане можно смело назвать месяцем дорог и маршрутов. 3 знаковых события буквально за 2 недели изменили транспортную географию республики. Теперь добраться из Уфы в Белорецк можно быстрее благодаря новому двухсистемному финисту. В Самару с комфортом и экономией времени на современной «Ласточке», а за пределы страны без пересадок прямые авиарейсы в Абхазию. И это еще не все. Рубеж в 250 000 преодолел пассажиропоток поезда Уфа-Москва. Власти региона при прямом участии Радия Хабирова активно расширяют транспортные возможности для жителей. О масштабах этой работы расскажет Руслан Батыргариев. Житель города Петропавловск-Камчатский Роман Щепко приехал в Уфу с сыном на лечение. Обратно решили добираться до столицы России поездом. О том, что стал юбилейным пассажиром скоростного состава Уфа-Москва, мужчина узнал во время посадки. Да, очень хороший, удобный, комфортный поезд, можно так сказать, да. Мы путешествуем не часто, поэтому нам все нравится. Прямой железнодорожный рейс Уфа-Москва был запущен по инициативе главы Башкортостана в декабре 2024-го. Рубеж в 250 000 пассажиров преодолен за неполных 1,5 года. Поезд у нас курсирует в прямом сообщении с комфортабельными вагонами. Запускался он совместно с главами Республики Башкортостан. Пользуется огромной популярностью среди пассажиров. Достаточно скоро идет до Москвы, всего 17 часов. Не только возможность добраться быстро и с комфортом до Москвы. По пути следования такие крупные железнодорожные станции, как Ульяновск, Димитровград, Рязань. Так, в мае текущего года с башкирскими народными танцами на Самарской земле в торжественной обстановке запустили новый маршрут по направлению Самара-Уфа-Самара. Первый прямой скоростной поезд «Ласточка» будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям. Сегодня уникальный день. Сегодня мы соединяем 3 субъекта Российской Федерации: Самарскую область, Оренбургскую область и Республику Башкортостан нашим маршрутом. Я благодарю руководителей субъектов Радия Фаридовича, Вячеслава Андреевича и Евгения Александровича за ту вовлеченность в вопросы мобильности нашего населения и поддержку именно железнодорожного транспорта и пригородных перевозок. Кинель, Новоотрадная, Абдулино, Приютово, Раевка и не только. В пути следования «Ласточки» предусмотрены 9 остановок. Общая протяженность маршрута 523 километра. Скорость поезда до 120 километров в час. Первая поездка на «Ласточке», в принципе. Я домой еду к родителям. А куда? В Уфу. Изначально я думала, что «Ласточку» запустят прям не очень скоро. Я не успею закончить учебу. Я сейчас на 2-м курсе, я думала, я буду по несколько, по 8, по 9 часов ездить, и, очень долго. А так вот, когда «Ласточка» появилась, то экономия времени.
Май стал для Башкортостана очень насыщенным на события, связанные с развитием железнодорожных пассажирских перевозок. 1 числа из Уфы до Белорецка запустили новый электропоезд «Финист». Он состоит из 5 вагонов и рассчитан на 400 человек. Электрички – это удобный транспорт, потому что это можно провести время с друзьями, пообщаться, посмотреть в окно на нашу прекрасную природу Башкирии. Когда мы только начинали, электрички были старые еще, с деревянными сиденьями. Было больно сидеть на них, спины уставали. Теперь все по-современному. Установлены системы микроклимата и обеззараживания воздуха. Созданы условия для маломобильных пассажиров. Электропоезд может развивать скорость до 160 км в час и способен работать на разных видах тока. Как на постоянном токе, так и на переменном токе. Тем самым значительно сокращается время в пути, время на технические стоянки и на дополнительные затраты в виде отдельного локомотива. Жителям Белорецка пока все еще потребуется потратить почти 5 часов. В Косине намерены сократить время следования до 4. Но мы выйдем на 4 часа, потому что все-таки 5 и 4 часа немножко, на мой взгляд... Поэтому, к октябрю месяцу 4 к октябрю месяца, да. Там есть, это связано с техническими особенностями, значит, поезда и вообще дороги состояния электрического хозяйства. Потому что, мне кажется, для жителей Белорецка, для жителей вообще республики это хорошая история. Поэтому я особое внимание этому уделяю. Уже в этом году маршрут электропоезда «Финист» планируют продлить до Магнитогорска, а в 2027-м до Сибая. Проект реализует по инициативе руководителя региона, и он входит в число так называемых башкирских радиусов. Всего их 5. Они охватывают крупные города и административные центры республики. Руслан Батыргареев, Роберт Давлетбердин, Вахид Халимов. Итоги недели. С этого года выпускники колледжей и вузов поступают по-новому. Кому разрешили штурмовать университеты без ЕГЭ, почему за целевиков теперь торгуются компании и что за день тишины появился в календаре абитуриента. Отдельные квоты для близких участников СВО. Правила приемной кампании 2026 года разложит по полочкам Динара Таймасханова. Подносим паильник ко рту, даем пациенту проглотить пищу. Аделия с детства мечтала о белом халате, но чтобы не ошибиться в выборе, сначала поступила в медицинский колледж. Сейчас она на 2-м курсе и уже решила, что идет дальше в университет. С этого года выпускники системы среднего профессионального образования могут поступать в вуз без ЕГЭ. Я буду сдавать вступительные экзамены. Там всего лишь 3 предмета. Это химия сначала, потом биология и русский. Это намного легче, без второй части, без письменной части. И не такие уж и тяжелые там вопросы. Однако поступить по внутренним экзаменам смогут только те, кто выбирает схожую специальность. Аделия остается в медицине, так что ей будет проще. А если бы она вдруг захотела стать юристом или дизайнером, пришлось бы готовиться к ЕГЭ. Это не единственное новшество приемной кампании 2026. В этом году изменения касаются также отдельной квоты. Право поступления по отдельной квоте предоставлены вдовам и вдовцам участников специальной военной операции. Это важная социальная поддержка, за которой предусмотрено нашим законодательством. Изменения коснулись целевиков. Раньше квоты считали в процентах от общего набора. Теперь их привязывают к конкретным компаниям-заказчикам. Работодатели сами говорят, сколько специалистов им нужно и какие конкретно. Эта информация после 10 июня будет доступна на портале «Работа в России». Для этого не надо ходить в сами организации. Достаточно будет зайти на портал «Работа в России», либо ознакомиться с детализацией на сайте нашего вуза и, соответственно, подать документы через госуслуги, либо лично в вузе. Дополнительную стипендию получают те, кто выбрал педагогическую профессию. Все студенты-целевики очной формы, которые получают педагогическую профессию, получают дополнительные меры поддержки. Это специальная стипендия главы. Она в размере для первого курса дополнительной к академической стипендии в размере 5000 идет. Появился так называемый день тишины, когда выходят приказы о зачислении, абитуриенты уже не могут передумать и отозвать документы. Это нужно для установления порядка при формировании списков. Кроме того, такая возможность все-таки даст абитуриентам, которые изначально уже выбрали эту специальность, целенаправленно на нее были ориентированы,
соответственно, не даст возможность опустить свою позицию вот в таком хаосе, который иногда происходит вот в эти последние дни. Вся кампания этого года проходит через суперсервис поступления в ВУЗ онлайн на госуслугах. В личном кабинете можно и заявление подать, и целевое выбрать, и документы загрузить, без очередей, не выходя из дома. Но если кому-то привычнее по старинке, то можно лично или по почте. Выбор за абитуриентом. Динара Таймасханова, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. Важное новшество для тех, кто собирается подписать контракт. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении закон об освобождении участников спецоперации от выплаты просроченных кредитов до 10 миллионов рублей. При этом контракты на участие в СВО они должны заключить после 1 мая текущего года. Инициатива также коснется членов семей воинов СВО из числа супругов. Мера распространяется в том числе на обязательства по кредитам, по которым до указанной даты был вынесен судебный акт о взыскании задолженности или выдан исполнительный лист. Ленты новостей и мессенджеры последней недели лихорадят новый смертельный вирус. В центре паники хантавирус. Поводом стала трагедия на круизном судне, плывущем из Аргентины на Канарские острова, где заболели и скончались несколько человек. ВОЗ официально подтвердила 10 случаев заражения смертоносным штаммом Андес. Ни в России, ни в Башкортостане его пока официально нет. Но мы помним, как лихо по планете шагал COVID-19. Так можно ли говорить о начале новой пандемии и что на самом деле представляет собой хантавирус? Обо всем по порядку моя коллега Алия Альтубаева. В начале мая по всему миру разлетелась пугающая новость. В открытом океане бушует вирус. Во время круиза из Аргентины в сторону Антарктиды и Атлантики на судне произошла вспышка тяжелого респираторного заболевания. Сошедшие с маршрута пассажиры вскоре скончались. Из-за этого лайнер вынужденно прервал маршрут и встал на якорь в Тенерифе. Людей эвакуировали с борта. В последние несколько недель было чрезвычайно сложно решить эту проблему. Я был свидетелем вашей работы, вашего единства и непоколебимой силы среди всех на борту, как среди гостей, так и среди членов экипажа. И я должен поблагодарить свою команду за их мужество и самоотверженную решимость снова и снова принимать участие в самых трудных моментах. Позднее случаи заражения хантавирусом зафиксировали у граждан Испании, Франции, США и Великобритании. Пациенты находятся в больницах ЮАР, Швейцарии и Нидерландов. Хантавирус передается человеку через контакт с полевками, мышами или крысами, главным образом вдыхая частицы их выделений. Причем сами грызуны не болеют, но становятся источником заражения. Вирусы поражают легкие или почки, и диагностировать их на ранних этапах сложно из-за того, что симптомы схожи с симптомами других инфекций. Нулевым пациентом мог стать пожилой орнитолог из Нидерландов, который до путешествия посещал места обитания грызунов в Аргентине. Но что это за напасть? На самом деле они уже существуют давно, и их около 50 видов. Хантавирус – это сегодня, наверное, из-за того, что новое название, поэтому немного, наверное, населения у нас, начали переживать. Это хантавирус, он вызывает геморрагическую лихорадку почечным синдромом. Это если так перевести. Или в народе это почечная лихорадка. Выявленный на лайнере штамм Андес, который способен передаваться при тесном контакте между людьми, в России не встречается. Его переносчик, длиннохвостый рисовый хомячок, у нас не обитает. Инкубационный период очень длительный. Он от 9 дней, может быть, от 6-9 дней до 49 дней. Заболевание начинается остро, высокой температурой, лихорадкой. Начало схоже с гриппом, поэтому многие сразу не обращаются в медицинские организации и начинается дома самолечением. А к лихорадке уже присоединяется головная боль, боль в мышцах, может быть и тошнота присоединяться. Красный флаг, резко уменьшается выделение мочи. Вот на это обратить надо внимание. Специфического лечения здесь нет, говорят врачи. Главное вовремя обратиться за помощью к медикам и заниматься профилактикой. При уборке, например, дачных домиков и сараев надевать маски и перчатки, подметать с водой, чтобы пыль не поднималась. Но такие истории касаются разом всех сфер жизни человека. Если говорить о выездах за границу, туроператоры уверяют, опасные направления с
сразу попадают в стоп-лист. Всегда мы ориентируемся на информацию, которую нам предоставляет Ассоциация туроператоров, соответственно, МИД России. То есть если какие-то направления опасны для российских туристов, то их закрывают и туры туда уже не продаются. Я не обращала внимания, чтобы было какое-то такое повальное снижение цен на круизы. У нас выбирают именно те направления, которые не затрагивают те страны. Поэтому Средиземноморье также остается популярным. И Китай, Япония. Отправляясь в дальнюю поездку, всегда стоит готовиться основательно. Блогер и мама двоих детей Элина Хаирова впервые отправилась на путешествие на лайнере и оказалась в непредвиденной ситуации, когда началось противостояние между США и Ираном. Все необходимые лекарства, которые нужны были для первой необходимости, я взяла. Помимо этого, я делаю все прививки, покупаем дополнительную страховку, чтобы если вдруг что-то случится, на этот случай у нас всегда была гарантия того, что нам окажут медицинскую помощь. Самое опасное сейчас не сам хантавирус, а паника. Страх толкает на самолечение и мешает трезво оценивать риски. При том, что за последнюю неделю новых смертельных случаев не зарегистрировано, а все пациенты изолированы, говорят эксперты. В России наш собственный штамм известен давно. И так как ситуация с ковидом еще свежа в памяти, ВОЗ заявил, потенциально хантавирусы не могут вызывать пандемии и, скорее всего, останутся циркулировать в пределе Южной Америки. А вот российские границы, говорят специалисты, остаются под надежным контролем. Алия Эльтубаева, Роберт Давлетбердин, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. В Башкортостане аграрии уже начали ухаживать за высаженными сельхозкультурами. Кроме того, кампанию по их посеву во многих районах намерены завершить на неделю-полторы раньше срока по причине ранней весны. Основной упор фермеры делают на высокомаржинальные культуры, которые приносят хозяйствам реальную прибыль. В числе лидеров по посадке яровых производители Кармаскалинского и Стерлитамакского районов. Что говорят аграрии и эксперты о будущем урожае, расскажет Даниил Байков. Трактор сам едет, скорость поставил и все, он сам ровно, без маркера, без ничего едет. Словно воздушным кораблем Андриан Григорьев управляет посевным комплексом. Процесс контролирует в режиме автопилота, ориентируясь на бортовой компьютер и лишь регулируя машину с помощью руля, чтобы понимать, на какой площади и куда нужно ехать для посева кукурузы и обработки почвы удобрениями. А семечки добил я 1700 гектаров посеял общий. А сейчас вот кукурузу вот сегодня начал. 800 гектаров надо сеять. Одно из крупнейших предприятий Кармаскалинского района завершает посевную кампанию. Подготовиться к сезону помог льготный кредит в 120 миллионов рублей, за счет которого закупили удобрения и топливо. В связи с такой, что у нас сейчас рентабельность производства упала очень сильно. Если вы знаете, сейчас и молоко падает, и зерновые на уровне. Вот выкручиваемся, то есть урожайность растет, затраты растут, за счет этого держимся. Сельхозпроизводители делают ставку на научные разработки. Если на этой площадке посев ведется уже проверенными культурами для продажи, то на Волжском поле ученые анализируют новые образцы с целью дальнейшего внедрения. На площади в 14 гектаров специалисты высеивают сою, подсолнечник, ячмень и кукурузу. То есть испытывают как гибриды, так и сорта данных культур, чтобы с помощью опытов узнать, сколько центнеров гектара земли здесь можно получить максимально урожая. Исследователи отмечают, что хоть влаги было много, она стремительно уходит. Земля уже достаточно подсохла, местами даже слишком. Этот год, он уникальный в своем роде. Весна была стремительная, снег был пустой, влаги как бы особо в снеге у нас запасов больших не было. Спасает то, что с осени была хорошая влагозарядка. Сейчас нам эту влагу главное сохранить и использовать на урожай. Среди передовиков не только аграрии Кармаскалинского, но и Стерлитамакского района. В последнем расположены самые крупные площади сельхозугодий. В дополнение к традиционным культурам фермеры отдают предпочтение рапсу. Он дорогой, пользуется спросом, и при хорошей урожайности хозяйство может заработать в разы больше, чем на обычной пшенице. Сегодняшний день завершается яровой сев, озимая культура уже посеяна. 77 тысяч гектар на данный момент на сегодняшний день посеяно. Это составляет
81% от плана. В этом году были, конечно, дожди, но при установлении хорошей погоды аграрии вышли вовремя. Акцент на высокомаржинальных культурах – главный тренд последних лет. Республика целенаправленно меняет структуру посевных площадей. Высаживать пшеницу или рожь уже давно невыгодно и порой даже убыточно. Больше денег с гектара приносят те же масличные – подсолнечник, рапс, лен. Если мы выдержим те площади, которые сегодня есть, минимальные, это 2,2 миллиона тонн зерновых и крупяных культур, которые закрывают наши потребности, чуть 2 миллионов тонн нам необходимо ежегодно. И максимально, естественно, это где-то 4,5-5 миллионов тонн зерна. Понятно, что это в случае использования всех видов и вовремя посеяны семена, удобрения, средства защиты растений, вовремя уборка. А по масличным культурам, наверное, мы ожидаем где-то от минимально 800 тысяч тонн до 1 200 000 – 1 300 000. И более 2 миллионов тонн по сахарной свекле. А пока аграрии во многих частях региона приступили к обработке озимых и яровых культур, в том числе прополки от сорняков. Фермеры надеются, что их труд не будет напрасным. Погода будет на стороне тружеников села, без засухи или слишком обильных дождей. Данилий Байков, Артур Шамсудинов, Вахид Халимов. Итоги недели. На этой неделе Уфа превратилась в настоящую столицу большой и дружной семьи. Здесь состоялся заключительный окружной полуфинал всероссийского конкурса «Это у нас семейное» и фестиваль «Семейные ценности». Для участия в мероприятиях в республику съехались гости из разных регионов страны. Обо всем по порядку в сюжете Анны Морозовой. Пока мама рассказывает нашей съемочной группе о семейных реликвиях и увлечениях, отец общается с дочками. Не так давно он вернулся из зоны спецоперации, раненый, но живой. А ведь какое-то время близкие даже не знали, где и в каком состоянии сейчас Рустам Миниахметов. Супруги сообщили, что во время боевого задания он наступил на мину. Больше никакой информации об участнике СВО не было. В один день я уже потеряла практически надежду, потому что через 7 дней человек вряд ли выживет. Я получила сообщение с изображением лягушки. Незатейливая картинка с надписью «Приветик» стала для семьи настоящим сюрпризом. Об этой трогательной истории Миниахметова рассказали в рамках фестиваля «Семейные ценности». В столице республики он проходит уже с 2012 года. В этот раз участие в конкурсной программе приняли 80 семей и 34 педагогические команды. Педагоги из детских садов представили свои лучшие практики по взаимодействию с семьями. И сегодня тоже будет деловая программа, где педагоги поделятся этими практиками. А на деловой программе для родителей, зал называется неспроста «Счастье и любовь», мы будем говорить про ответственное родительство, мы будем говорить про меры поддержки. Главная цель мероприятия – объединить поколения и показать важность и многообразие семейных традиций. А еще донести до каждого участника, что в любой жизненной ситуации важно оставаться любящим и ответственным родителям. Здесь очень много представлено семей, в которых папа находится на СВО. Некоторые семьи участвуют не первый год. И то есть когда-то они просто там были семья, которая через культуру воспитывает. А сейчас, когда уже папа на СВО, совершенно, то есть еще рассказать, а как в этом участвует семья, а как они это проживают, а как они пытаются еще помочь другим семьям. Если подумать, семей очень много. И каждая из них особенная. Ирина Вервельская из Благовещенска – мама 30 детей, 27 из которых приемные. Казалось бы, быть хранительницей настолько внушительного очага непросто, но семья доказывает обратное. В этом году они стали участниками конкурса «Это у нас семейное». Такая огромная семья, знаете, свыше иду. Муж у меня сейчас на специальной военной операции находится. И за время его службы у нас появилась 30-я девочка. У нас очень много детей марийцев, русских. Есть, татары есть, башкирка одна, узбечка одна и чубаш. Мама у меня русская, свекровь у меня татарка, муж татарин, так что живем дружно. Большой и дружной семьей с гордостью называют себя также Давлетовы и Садрисламовы. На всероссийском конкурсе они представляют Янаульский район. К слову, участвуют уже второй год. И если в первый раз удача была не на их стороне, то в этот семья уверенно вышла в финал. Нашей прекрасной республике мы благодарны, что такая организация этого
конкурса мы вообще без ума. Такая теплая обстановка, все предусмотрено, все рассчитано. Нас чуть ли не на руках носили. Но мы, естественно, готовились. Очень много. Масштабное мероприятие проходит уже второй год, и в этот раз оно объединило 285 команд из 14 регионов Приволжского федерального округа. Башкортостан представили 27 семей. В течение 4 дней участники конкурса соревновались в интеллектуальных, спортивных и творческих испытаниях. А еще лично пообщались с писателем-фантастом и членом наблюдательного совета конкурса Сергеем Лукьяненко. Вот эти вот вроде бы соревнующиеся между собой команды, семьи, они все равно все на одной волне. И наверняка, я думаю, все уже передружились тут. В общем, это прекрасно. Это выглядит действительно как огромный коллектив единомышленников. Всего финалистами конкурса в этом году стали 330 семей из разных уголков страны, 55 из них команды регионов ПФО. Башкортостан на заключительном этапе представит 4 семьи. А все решится уже в июле в Москве. Там финалисты конкурса поборются за главные призы. 60 сертификатов на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Большая семья – большое счастье. Об этом неоднократно заявлял Ради Хабиров. Но воспитание детей еще и немалая ответственность. Поддержка многодетных родителей – важная задача правительства республики. Обратить внимание на многодетные семьи, безусловно, в первую очередь, наверное, один из локомотивов. Это молодые семьи, это очевидная данность, да, люди вступают в брак в молодом возрасте. Это студенческие семьи, которые точно требуют какой-то особой заботы. И, собственно, раньше на них всегда смотрели как, есть и есть, там они студенты, сами как хотят. Есть связанное с формированием, таким дальнейшим развитием всего, что связано в медицине с родовспоможением, то есть сопровождение беременности, рождения и так далее. Там достаточно много сделано, но надо дальше налаживать процессы. Поэтому такая большая интеллектуальная работа предстоит. Несмотря на демографические проблемы в стране, Башкортостан вот уже несколько лет в числе лидеров среди регионов Приволжского федерального округа по числу многодетных семей. На сегодня их более 59 тысяч. Чтобы эти показатели только улучшались, в регионе строят новые детские сады, школы, парки, открывают поликлиники. Все ради того, чтобы годом большой и дружной семьи был не только 2026, но и последующие. Анна Морозова, Азат Ишбулатов и Вахид Халимов. Итоги недели. Гул моторов. В Башкортостане накануне официально стартовал новый мотосезон. В честь этого сотни байкеров собрались в Уфе на площади перед ДК «Машиностроитель». Поддержать своих мотобратьев приехали представители других клубов и соседних регионов. А полюбоваться железными конями могли все желающие. Внедорожные, спортивные, туристические. Особенно среди них выделялись ретро-мотоциклы, которые коллекционеры восстановили практически до заводского состояния. С теми, кто на двух колесах с самого детства и для кого этот мотосезон будет дебютным, встретился мой коллега Азат Садриев. Синий дым вырывается из глушителей спортивных мотоциклов не случайно. Именно на открытии нового сезона мотоинструктор Максим Копалов узнал пол своего будущего ребенка. Через несколько месяцев он станет отцом сына. Это очень эмоционально, это очень приятно. Спасибо нашему мотосообществу, что поддержали. Спасибо организаторам, спасибо Первой мотошколе, что поддержали, организовали. И вот это создали все крутое впечатление. Открытие нового мотосезона традиционно превратилось в яркое, красочное и громкое событие. Посмотреть на самые разные мотоциклы приехали сотни гостей и жителей Уфы. Среди них была Анна Басырова, у которой интерес к двухколесной технике не просто спортивный. Сейчас девушка учится в мотошколе и после открытия необходимой категории планирует приобрести себе спортбайк. Я вообще вожу автомобиль уже более 20 лет, но я ни в коем случае не хочу менять как альтернативу. Это просто как дополнение, так скажем, да, для того, чтобы разнообразить свою жизнь. Это как хобби, как увлечение. Я вообще достаточно активный человек. Я катаюсь на снегоходах, квадроциклах, гидроциклах и вот, собственно говоря, решила освоить мотоцикл еще. По условиям организаторов, принять участие в открытии мотосезона могли лишь те, у кого техника зарегистрирована в установленном порядке. Привить уважение к водителям двухколесного транспорта – одна из главных задач. И добиться этого от других участников движения без соблюдения ПДД невозможно.
Мы должны знать свой мотоцикл, на специализированных площадках тренироваться. Ну вот, собственно, это главное, а не то, какой у нас мотоцикл. Ну и обязательно, конечно, отучиться. Обязательно отучиться и еще упомяну, что обязательно быть экипированным. В целом, данный вид транспорта легализуется, люди начинают подходить к этому более адекватно, более ответственно и начинают получать водительские удостоверения, ставить на учет свои мотоциклы. На открытие сезона приехали представители самых разных мотоклубов не только из Башкортостана. Поддержать своих собрались байкеры Поволжья и Урала. Преодолели сотни километров, чтобы потом уже всем вместе отправиться в путь. Уже несколько лет к вам сюда в гости приезжаю на открытие мотосезона. Нравится просто. Ну так вот, путешествуем. На мотоцикле я на этом 8 лет уже, это 9-й сезон у меня. Одно из самых серьезных мотосообществ Уфы объединяет ценителей легендарных мотоциклов Harley Davidson. Их покупают для души в основном взрослые байкеры. Это круизер, ездить на большие расстояния, получать удовольствие. Мы все больные люди, больные в хорошем смысле, больные мотоциклами. А докуда доезжали, то есть насколько путешествуете же наверняка на нем, да? Ну, куда угодно, хоть Санкт-Петербург, Москва, ну, вся география Российской Федерации. Как бесконечная наша страна, можно ездить. Просто лета не хватит. И все же не стоит забывать, мотоциклы – средства повышенной опасности. С начала весны уже зафиксировано несколько аварий с их участием. В Уфе водитель двухколесного транспорта без прав вместе с пассажиром врезался в автомобиль на полном ходу. Байкеров в тяжелом состоянии доставили в больницу. А в Сибае 15-летний мотоциклист угодил в канаву, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС. Сейчас, если посмотреть текущую обстановку, на самом деле очень большое количество людей, очень большого, взрослого возраста приходит легализовываться уже непосредственно для того, чтобы, чтобы не было каких-то особо проблем, чтобы и научиться, как правильно нужно руководить. В ГАИ напоминают, детям двухколесный транспорт лучше не покупать до их совершеннолетия. Только отучившись в мотошколе и получив права категории А, можно стать полноправным участником мотобратства республики. Открытие нового мотосезона в Уфе выдалось действительно жарким. И кульминацией этого грандиозного события стал масштабный мотопробег, в котором приняли участие сотни байкеров не только из Башкортостана, но и других регионов России. Впереди у них 1000 километров дорог. И самое главное, чтобы новый летний сезон был безаварийным как для самих мотоциклистов, так и для других участников дорожного движения. Азат Садреев, Вахид Халимов. Итоги недели. Период летних каникул еще не наступил, а уже в разных районах республики фиксируют трагические случаи с детьми. В Дуванском районе в реке утонул 1,5-годовалый ребенок. А в Стерлитамаке 12-летний подросток получил тяжелые травмы во время попытки покататься на карусели. Сейчас мальчик в больнице, а правоохранители выясняют обстоятельства дела. Возбуждено уголовное дело. Как обезопасить себя и своих детей в материале Эмили Басареева. Вместо пляжей и развлечений больничная койка. Для 12-летнего Артема преддверие долгожданных летних каникул теперь проходит под наблюдением врачей. На прошлых выходных он с друзьями отправился в парк аттракционов в Стерлитамаке, но радости и развлечения не принесли. На аттракционе «Вальс» там такие ракушки, они запускаются, крутятся вот так по кругу. Мы на день рождения у подруги впятером на одну ракушку сели. Операторша подошла, сказала, нельзя впятером. Я встал, думали, кто еще со мной сядет, чтобы не было обидно, чтобы не один сидел. Прошло там не меньше минуты, а аттракцион запустился, меня в забор, и на половине аттракциона меня пронесло до входа. Половина тела мальчика оказалась под движущимися конструкциями. Освобождать пришлось при помощи специнструмента. Травмы тяжелые. Впереди длительная реабилитация. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злополучный аттракцион сейчас не работает. Прокуратурой города с участием специалистов уполномоченных ведомств организована проверка соблюдения требований законодательства при эксплуатации аттракциона, его технического состояния, а также исполнения требований техники безопасности.
Кроме того, прокуратура города поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту. Представители руководства парка отметили, что находятся в контакте с семьей пострадавшего и провели свою внутреннюю проверку. Заключение даст и Гостехнадзор. Я могу гарантировать, что техническая составляющая у нас не вызывает сомнений. В данном случае сработал чисто человеческий фактор. Мы очень глубоко переживаем за судьбу Артема. Конечно, мы понимаем прекрасно, что есть и наши недоработки. Мы желаем скорейшего выздоровления. Со своей стороны мы готовы оказать посильную помощь, материальную помощь. Госкомтехнадзор республики ежегодно проверяет аттракционы, исправность механизмов, ремней безопасности и состояние элементов. Осмотру подвергается абсолютно все. Испытания проводит аккредитованная лаборатория. Но, как показывает практика, человеческий фактор порой оказывается сильнее любой технической диагностики. Техосвидетельства проводятся один раз в год. Вот истекает срок, до истечения срока они должны пройти техосвидетельствование, предоставить его нам и потом дальше также продолжать работать. Но если аттракцион, данный эксплуатант или парк не предоставляет нам вовремя техосвидетельствование, то мы имеем право сделать переостановку. Однако одни из самых опасных аттракционов – те, которые стоят на месте. Ежегодно множество травм получают на обычных батутах. Прошлым летом в Уфе надувное сооружение перевернулось из-за ветра. Тогда пострадали 2 детей. Требования к батутам все соответствие ГОСТов и техрегламентов идут. В данном случае мы проверяли соответствие руководства по эксплуатации, что к нему требуется. То есть в данном случае, как он расположен, установлен как ограждение, внутреннее давление, целостность оболочки и разрывные усилия крепления батута. Чтобы отдых не завершился трагедией, стоит посещать только проверенные места развлечений и обязательно изучать, какие ограничения есть на том или ином аттракционе. Тем не менее, в летний период число травм среди детей, как правило, увеличивается. Угрозы подстерегают повсеместно. Это травмы и черепно-мозговые, и челюстно-лицевой области, и конечностей. Дети ввиду увлеченности своей, ввиду обилия эмоций, порой упускают правила поведения из виду и по объективным, наверное, причинам в силу детского возраста нарушают их, а приходится расплачиваться тяжелыми травмами, повреждениями. Поэтому специалисты рекомендуют регулярно повторять с детьми правила безопасного поведения в различных ситуациях. Скоро наступает пляжный сезон, но уже до его начала появились первые жертвы. На днях в реке Ай утонул 1,5-годовалый мальчик. Причина – банальная невнимательность взрослых, а стихия не прощает ошибок. Эмиль Басареев. Итоги недели. В Уфе на площадке Уфа-арены с аншлагом прошло масштабное концертное шоу «Эхо единства». Более 100 музыкантов со всей страны объединились, чтобы показать истоки культуры своих народов с совершенно новым звучанием. Гусли соседствовали с диджейскими контроллерами, курай звучал вместе с битбоксом, а артисты в расшитых кафтанах настраивали акулеле. Свыше 5000 зрителей услышали народные мотивы в неожиданных жанрах. От этнопопа до электроники. И, конечно, выступили полюбившиеся звезды, например, Решат Тухватуллин и группа Эйола. Этим и отличается Россия, что мы многогранные, много наций, есть очень много разных национальностей, много разных культур. Это очень ценно. Сегодня столько разного контента, который не подпитывает корнями. Вот люди, изголодавшиеся, как вот в пустыне, изжаждевшиеся воды, они сегодня впитывают вот эту влагу, силу корней, силу предков, дух традиции. Для многих участников этот проект стал выходом за рамки привычного формата, а для публики настоящим открытием того, что культурный код страны – это не только прошлое, а энергия, которая объединяет поколения здесь и сейчас. Шоу прошло на одном дыхании, оставив после себя то самое эхо «Диалог культур» через музыку, который лучше всяких слов показывает масштаб и многообразие России на площадке Башкортостана. Артисты, к слову, успели прогуляться по Уфе и оценить ее знаковые места. Арт-квадрат. Потрясающе. Удивительное место, и мы обсудили, что молодежь здесь живет и не хочет уезжать. Мне кажется, это важно для города.
Бабушки поделились тем, что они гуляли по городу и видели очень много семей, детей, которые гуляют. И это ее очень порадовало, да? Вы же мне рассказывали. Да, это очень ценно. Что очень большой такой семейный город. Музыка объединяет не только народы, но и сердца, и души людей. Она для этого и создана. Меня, кстати, называют таким, знаете, музыкальным доктором. Вот, поэтому, мне кажется, я знаю, о чем говорю. И мне кажется, здесь много народов разных нашей богатой страны почувствуют себя одним целым. И это очень круто благодаря музыке, благодаря сплоченности. Далее мой коллега Руслан Шарафудинов расскажет о ключевых событиях минувших 7 дней в контексте личного мировосприятия. Смотрите его авторскую рубрику «Между нами». Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих выпусках. Здравствуйте, в студии Руслан Шарафудинов и наша традиционная рубрика «Между нами». Когда в минувший четверг средь бела дня огромный столб черного дыма поднялся над кампусом в центре Уфы, уверен, не у меня одного ёкнуло сердце. Подумалось, только этого нам не хватало. Слава богу, обошлось. Наши пожарные молодцы, очень оперативно локализовали опасность с минимальным ущербом. Трудно переоценить значение межвузовского студенческого кампуса для Уфы и Башкирии. Между нами это больше, чем просто уникальный инфраструктурно-образовательный объект. Он будет безусловной гордостью и достопримечательностью города. Кампус точно станет местом не только для жизни и учебы тысяч студентов, причиной учиться дома для наших ребят, магнитом притяжения для соседей, но и крутой локацией для селфи всех уфимцев и гостей города. Это про наше будущее, без преувеличения. Будущее, потому что это про молодежь. Если вы не знали, то в Башкортостане живет больше 1 миллиона молодых людей, четверть населения республики. По числу молодежи мы первые в Приволжском федеральном округе и 7-е в стране. И это круто. Это огромное преобразующее начало, и мы должны создать условия, чтобы такая могучая сила приносила пользу здесь, в республике, и двигала ее вперед. Власть это прекрасно понимает, и потому в Башкирии молодежной политике придают особое значение. Каждую неделю какая-то движуха для молодых, причем самых разных форматов. Образовательные программы, развлекательные, студенческие строительные отряды, волонтерское движение, молодежные центры, движение первых, социально-общественные проекты, такие как «Россия – страна возможностей» или «Мы вместе». Совсем недавно, в начале мая, в Уфе отгремел региональный фестиваль «Студенческая весна». На сцене Конгресс-холла Таратау выступили более 500 молодых самодеятельных артистов из 18 вузов и колледжей республики. Это наши будущие инженеры, айтишники, чиновники, банкиры, медики. Талантливые, креативные, энергичные. Ни одной возможности зарядиться молодой энергией не упускает и сам Ради Хабиров. Он превратил в систему регулярные встречи с молодежью в самых разных ее ипостасях. Студенческой, сельской, бизнесовой, рабочей, научной, креативной, военно-призывной. Постоянные площадки – это парк «Патриот» и геномный центр кампуса. Да, все эти молодежные группы разные, со своими интересами. Но вне зависимости от прически, увлечения или акцента, их объединяет стремление к признанию, успеху и самореализации. От кого-то я недавно услышал, зачем глава региона тратит свое драгоценное время на это? Неужели нет более важных забот и проблем? Странная постановка вопроса, честно говоря. Если вы не работаете с молодежью, с ней будут работать другие, и, скорее всего, против вас. И кто влияет на молодые, еще не окрепшие умы, затем и будущее. Это прописная истина политики. По итогам 2025 года Башкортостан занял 3-е место в России по эффективности реализации молодежной политики. Не знаю между нами, по каким критериям определяется эта самая эффективность. Но молодежная политика у нас точно есть. И главный ее комиссар – сам Ради Хабиров. Отцы и дети, их отношения – вечная тема. Сколько себя помню, старшее поколение всегда ворчит на своих сменщиков. Вот, молодежь нынче пошла не та, на кого мы оставим страну и все такое прочее. И ничего, молодые как-то взрослеют, берутся за ум, страна живет и развивается.
Да, они не такие, как мы, так это и замечательно. У них обязательно получится то, что не удалось нам, или мы просто не успели. Так что здравствуй, племя молодое, незнакомое. Неважно, как они называются, миллениалы, бумеры или зумеры. Они найдут свое место в жизни, которое всегда все расставляет по своим местам. Найдут его и наши дети. Ведь когда нас не станет, мы будем петь их голосами и голосами их детей. До свидания, дорогие друзья. В студии был Руслан Шарафутдинов и рубрика «Между нами». Берегите себя и своих близких. Все будет хорошо.